Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Все мы родом из детства. Становление любого человека проходит благодаря педагогам дошкольного образования. В студии Михалева Ольга Иннокентьевна, заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации, кандидат педагогических наук, доцент. И мы сегодня с ней поговорим о дошкольном образовании. 8 июня в Якутске стартовал республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года Якутии-2026», который продлится до 11 июня. И здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сколько участников, какие изменения внесены в формат конкурса? В этом году у нас 25 участников из разных уголков республики, 24 муниципальных района представлены и городской округ Якутск. Угу. А есть ли какие-то изменения в конкурсе? В этом году изменения произошли вот с прошлого года во всех конкурсах, что учитель года, что дефектолог года. Формат одинаковый, но при этом содержание начинает внутри меняться. И поэтому в 2 тура конкурсных испытаний наши воспитатели должны показать себя как профессионалы. Угу. Ну, то есть они показывают какие-то методики, да, свои? Да, сегодня у нас в 5 дошкольных образовательных организациях идут педагогические мероприятия с детьми дошкольного возраста. Вчера только они выбрали тему и возраст детей. Поэтому за ночь они должны уже подготовить как бы занятия с детьми. Уже неизвестные дети в дошкольном учреждении они вчера только побывали. И после обеда они уже встречаются с родителями детей. С ними уже проведут просветительские мероприятия. А завтра они в Институте развития образования и повышения квалификации уже представят свой мастер-класс. Угу. А что за мастер-классы? Мастер-классы — это в основном, они показывают свою систему педагогической деятельности, технологию, которые оказались наиболее удачными и результативными в работе с детьми. А после этого у нас вот новые формы работы появились. Это брифинг с участниками, когда идет интервью и со стороны воспитанников детского сада, родителей, общественности, студентов на вопросы их, они должны ответить, и тем самым они показывают свою коммуникативную культуру. Угу. Ну и вот Министерство просвещения России, да, этот год объявлен как бы годом дошкольного образования. Вот какова основная цель этого года? Угу. В этом году вот мы очень рады тому, что год дошкольного образования объявлен в Министерстве просвещения Российской Федерации. Ключевая цель этого года, да, дошкольного образования — это, конечно, системное повышение качества воспитания, обучения, воспитания детей дошкольного возраста. Мы должны заложить фундамент для ребенка в будущем, чтобы он хорошо усвоил программу школы. Угу. Ну и вот определены несколько ключевых задач. Давайте немножко поговорим об этих задачах. Да, и вот, на ваш взгляд, какие из них самые вот приоритетные в нашей республике именно? Угу. Ну, в этом году как раз вот слоган появился, что дошкольное образование — это фундамент будущего. И поэтому детский сад должен стать пространством роста не только детей, но и воспитателей. И родители должны стать активными участниками образовательного процесса. И поэтому несколько направлений выделены. В первую очередь это совершенствование образовательной программы детского сада и усиление стороны воспитательной по нравственному воспитанию детей и патриотическому воспитанию с малого возраста. Также есть направление, которое направлено на совершенствование инфраструктуры детского сада. Там обязательно должны быть предусмотрены особенные условия для детей с особенными здоровья, возможностями здоровья для детей. И, конечно, капитальный ремонт многих дошкольных учреждений по Российской Федерации, которые, конечно, со временем устаревают. Для этого они должны быть оборудованы современно. Угу. Также есть очень интересное направление, это, конечно, поддержка и престижа профессии воспитателя, это взаимодействие детского сада с родителями и, конечно, совершенствование педагогических технологий, в том числе использование информационных ресурсов для поддержки семьи и для поддержки дошкольных образовательных организаций. Угу. На ваш взгляд, что из этих вот ключевых задач особенно актуально для республики? Для республики, конечно, актуально
Актуальны все направления в целом, потому что у нас и по инфраструктуре необходимость, потому что последние годы у нас очень много детей с ограниченными возможностями здоровья, с разными нозологиями, поэтому для них должны быть созданы современные условия для того, чтобы ребенок не ощущал свои ограничения и совместно со здоровыми детьми развивался в соответствии с возрастом. Вот такие условия. И, конечно, по совершенствованию образовательной деятельности мы реализуем федеральный государственный образовательный стандарт. Идет реализация федеральной образовательной программы. С прошлого года у нас работает единая программа просвещения родителей. И вот в этой части, конечно, с 700, больше 700 у нас образовательных организаций дошкольных. Вот с ними надо работать в этом направлении. Ну а по работе с родителями у нас появляются с 1 сентября повсеместно по всем детским садам новые акции. Это акции работы «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Сейчас идет подготовка региональных координаторов, тьюторов, которые должны потом обучить воспитателей для работы того, чтобы в детском саду появилось единое пространство, в котором вот через эти акции дети, родители и педагоги стали совместно реализовывать свои цели и задачи. И вот какие основные мероприятия, изменения планируются на региональном уровне, помимо тех, что вы вот уже назвали? Ну, в этом году у нас для того, чтобы обобщать и тиражировать лучший опыт наших педагогов, на днях завершился, вы, наверное, знаете, завершилась Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика детства, языки и культуры в образовании». В марте у нас был проведен очень хороший форум педагогов дошкольного образования и учителей начального образования для того, чтобы была налажена тесная взаимосвязь и преемственность этих ступеней общего образования. Таким образом, у нас 27 марта в Министерстве образования и науки нашей республики Нургулой Афанасьевной утвержден приказ о комплексном плане по году дошкольного образования, в котором заложены все мероприятия, которые будут проходить у нас в городе Якутске, в республиканские, и в муниципалитетах, те мероприятия, которые соберут по округам, по районам и всю республику тоже. Поэтому очень много интересных мероприятий предстоят для дошкольных образовательных организаций, для педагогов и родителей. И еще мы в этом году планируем разработки методические издать для того, чтобы воспитатели получили своевременно поддержку и помощь с точки зрения методики. Да, здорово. Ну вот и как будет усиливаться взаимодействие между детским садом и семьей? Тоже интересно. Да, с семьей реализация единой программы просвещения родителей сегодня дает возможность нашим детским садам использовать различные формы работы с родителями для того, чтобы они ощутили помощь со стороны детских садов. У нас в республике созданы консультативно-методические центры, их 419 по республике, в которых оказывается не только очная консультация для родителей, но и создаются консультативные такие мероприятия для родителей, у которых еще дети не пришли в детский сад. И поэтому, на мой взгляд, здесь налаживается очень интересная связь. Ну и у наших детских садах уже работают советы бабушек, дедушек, отцов, которые очень себя хорошо проявили. И наш опыт работы был очень интересно представлен на уровне Российской Федерации. И в этом году будет проведен Всероссийский съезд работников дошкольных образовательных организаций. Планируется в сентябре-октябре. И мы готовим наш регион для участия в этой выставке. И там говорят, что для нашего региона будет представлен целая такая выставка, чтобы мы могли системно показать работу дошкольных образовательных организаций нашей республики.
Вот, и вы ранее говорили про престиж, да, профессии воспитателя. Вот что этому сопутствует? Что вы делаете для этого, для повышения престижа? Ну, здесь, конечно, помогает взаимосвязь с родителями, я считаю, да. И здесь я упустила как бы, да, момент, что для родителей тоже создаются условия, потому что вот сегодня вы, наверное, знаете, в Российской Федерации поднят вопрос о том, чтобы увеличить пребывание ребенка до 12 часов, что во многих детских садах до 8 работали. Это в поддержку родителей. Также сегодня идет опрос родителей по созданию дежурных групп в условиях детского сада. Это возможно или нет? И мы сегодня запрашиваем родителей их пожелания. Поэтому вот до конца месяца мы должны завершить этот опрос для того, чтобы знать, в каких районах, где у нас есть желание родителей открыть вот такие дежурные группы для детей дошкольного возраста, если родители в выходные работают. Это тоже, я думаю, помощь родителям. Но и когда вот родители ощущают поддержку со стороны дошкольных образовательных организаций, когда налажена связь между педагогами, я думаю, что вот это тоже сказывается на престиж профессии воспитателя, с одной стороны. Ну и, конечно, поддержка профессионального роста педагогов. Вот на этом направлении работы у нас, конечно, уделяется очень такое пристальное внимание. И еще я хотела бы как бы упомянуть о том, что с прошлого года у нас идет дебюрократизация деятельности педагогов, в том числе и воспитателей дошкольных образовательных организаций, идет упорядочение документации, которые они ведут, чтобы сильная нагрузка на них не была по бумаготворчеству, скажем, да. И поэтому вот в этом году они ощутили, что всего 2 документа являются обязательными. Это табель посещаемости детей, который они оформляют, и календарный тематический план, в котором они должны излагать, каким образом они вот используют те или иные инструменты, те или иные дидактические материалы для развития наших детей. Да, действительно, это как СГО, но только уже дошкольного образования. Да, дошкольного образования. Ну что ж, Ольга Иннокентьевна, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Вам тоже. Это было актуальное интервью. До встречи в эфире.